Таджикистан и Кыргызстан подписали итоговый протокол по границе. Неужели все? Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного и интересного. Главы комитетов национальной безопасности Таджикистана и Кыргызстана обсудили вопросы демаркации и делимитации совместной границы и подписали 2 октября итоговый документ по решению пограничной проблемы. Это было первое после скандального заявления Камчыбека Ташиева заседание правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы. Заседание проходило в Баткене, административном центре одноименной области Кыргызстана, граничащей с Агдийской областью Таджикистана. Глава Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Самумин Ятимов, выступая на организованной для представителей СМИ встрече по итогам совместного заседания, сказал, что стороны подписали протокол номер 44. Реализация этого протокола решит любой вопрос. Все проблемы, которые раньше были причинами конфликтов на линии государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном. Я со всей ответственностью заявляю, что подписание и реализация протокола являются волей лидеров обеих республик. Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев тоже считает подписание протокола способом решения пограничной проблемы. Он сказал, этот протокол является основой для решения всех пограничных вопросов. Даст Бог, в ближайшее время мы примем окончательное решение по окончательному оформлению государственной границы. Но при этом ни одна из сторон не стала озвучивать подробности подписанного документа, в котором, по их словам, изложены условия разрешения пограничного вопроса, который стал причиной вооруженных конфликтов и гибели десятков людей за последние 2 года. Перед появлением официальных сообщений экс-глава отдела информационной политики президента, приближенный к Камчыбеку Ташиеву журналист Нургазы Анаркулов в своей публикации в Фейсбуке назвал протокол историческим и что Таджикистан отказался от своих территориальных претензий. Такое требование выдвигал в своем скандальном заявлении ранее глава ГКНБ Кыргызстана. В Кабмине Кыргызстана подтвердили проведение совместного заседания комиссии, однако об отказе от пограничных претензий ничего сказано не было. Участвовавший в переговорах спецпредставитель Кабмина по вопросам делимитации и демаркации границ Назирбек Барубаев порекомендовал отталкиваться только от официальной информации. В МИД Таджикистана и Хукумате Сагдийской области также подтвердили информацию о заседании совместной комиссии и переговорах глав ГКНБ соседних государств, однако деталей подписанного по итогам встречи протокола раскрывать не стали. Таджикское ведомство лишь отметило, что обе стороны выразили полное взаимопонимание о необходимости активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии таджикско-кыргызской государственной границы на оставшихся участках и дали соответствующие поручения рабочим группам. Топографические рабочие группы и рабочие группы по правовым вопросам правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации таджикской государственной границы продолжат работу по описанию проектной линии на оставшихся участках, отметили в Хукумате Сагдийской области. С аналогичным заявлением выступил Кабмин Кыргызстана. Еще в начале года стороны договаривались о том, что не будут общаться с прессой и делать какие-либо заявления о ходе и об условиях урегулирования пограничного спора. Таджикская сторона, которая и ранее воздерживалась от публикаций по пограничному вопросу, полностью выполняла достигнутые договоренности, но кыргызская сторона неоднократно публиковала информацию, которая отвечала ее собственным интересам. В настоящее время остаются неопределенными более 300 километров из 972 километров таджикско-кыргызской границы. Спорные участки в основном расположены в местах водоразделов, пастбищ и земель, которые обе стороны считают своими территориями. Приграничные столкновения, произошедшие в апреле 2021 года и в сентябре 2022 года, привели к десяткам погибшим и сотнях раненых с обеих сторон. В ходе последнего конфликта Кыргызстан применил турецкие беспилотники «Байрактар», а Таджикистан – тяжелое вооружение. Каждый раз после гибели людей стороны неоднократно заявляли, что будут решать пограничную проблему мирным путем. И каждый раз ситуация повторялась. А у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.